Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. В дежурную часть полиции по Мегино-Кангаласскому району обратилась жительница села Майя с заявлением о хищении норковой шубы стоимостью 160 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ранее судимого 43-летнего подозреваемого. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр. Он пробрался в подсобку одного из торговых помещений, воспользовавшись тем, что там никого не было. Оттуда и похитил шубу потерпевшей. Похищенный он спрятал в снегу, чтобы впоследствии забрать и сбыть. Однако это совершить ему не удалось. Норковая шуба изъята и будет возвращена законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А в дежурную часть полиции по Вилюйскому району обратилась жительница города Вилюйска с заявлением о краже холодильника. Установлено, что хищение совершено путем взлома навесного замка на входной двери дома. По словам хозяйки, квартира сдавалась в аренду, но в этот момент она пустовала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого за кражу 39-летнего мужчину. Злоумышленник приметил пустующую квартиру и решил похитить из нее что-нибудь ценное. Взломав входную дверь, он проник внутрь и совершил кражу холодильника. Похищенный мужчина сбыл за пару бутылок водки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 18-летний житель Якутска поверил лжесотруднику службы безопасности банка и лишился 9 тысяч рублей. Он пояснил полицейским, что накануне ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник начал убеждать молодого человека, что якобы с его банковской карты кто-то пытается снять деньги. А чтобы сохранить сбережения, предложил потерпевшему установить программу антивирус для телефона и сообщить ему пароль, который поступит по СМС-сообщению. Будучи введенным в заблуждение, парень выполнил указания звонившего, после чего с банковского счета заявителя было похищено 9 тысяч рублей. На пульт оператора отдела вневедомственной охраны поступил сигнал сохраняемого объекта одной из столичных гостиниц. Администратор нажал кнопку тревожной сигнализации для вызова наряда группы задержания, услышав шум драки в одном из номеров. Росгвардейцы прибыли на объект через считанные минуты и обнаружили мужчину, который лежал без сознания. По горячим следам сотрудниками был задержан подозреваемый, 30-летний уроженец Мегино-Кангаласского района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. 34-летний потерпевший, уроженец того же района, госпитализирован в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой. В отношении задержанного, доставленного в дежурную часть полиции, проводится проверка. Установлено, что конфликт между гостями отеля произошел в ходе совместного распития спиртных напитков. Следователи в Нюрбе расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство» по факту обнаружения трупа 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти криминального характера. Трагический случай произошел в ночь на 7 января 2020 года. В компании двух мужчин и женщины распивали спиртные напитки в доме потерпевшего. После застолья гости легли спать, а хозяин квартиры мешал гостю уснуть. На этой почве между ними возникла ссора, в результате которой 42-летний гость кухонным ножом один раз ударил в грудную клетку хозяина. В результате потерпевший от полученного ранения скончался на месте преступления. Его тело было обнаружено рано утром женщиной, с которой они вместе распивали спиртные напитки в той же квартире. Она сразу же сообщила об обнаружении тела в скорую помощь и правоохранительные органы. В тот же день по горячим следам оперативными сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. Сильные дожди и снегопады в Пакистане стали причиной исхода лавин и оползней, в результате которых погибли десятки людей. Многие числятся пропавшими без вести. Подробности рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 57 человек погибли за последние сутки в результате схода лавин в штате Кашмир на границе Индии и Пакистана. Среди них, как сообщается, 5 военных. По данным местных властей, десятки людей числятся пропавшими без вести после того, как из-за сильных дождей на долину Нилум сошли оползни. Поисковая операция продолжается. Одновременно с этим на западе Пакистана, в провинции Белуджистан, сильный снегопад в горах разрушил несколько строений, что стало причиной гибели 17 человек. В 7 округах объявлен режим ЧС. На помощь спасателям направлены военные. Многие дороги, ведущие в Афганистан, оказались заблокированы. В самой соседней стране из-за холодов и снегопадов за последние 2 недели погибли 39 человек. На этом наш выпуск завершен. О чрезвычайных происшествиях в мире, России и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.